С наступлением осенне-зимнего периода жители нашей страны все чаще начинают страдать от острых респираторных заболеваний и вирусов гриппа. Особенно часто этими заболеваниями болеют дети и взрослые с ослабленным иммунитетом. При недостаточном внимании к своему здоровью ОРВИ и грипп могут осложниться и привести к непоправимым последствиям. С начала Нового года в Республиканскую детскую больницу обратилось 230 пациентов. Из них на стационарном лечении находится 69 детей, 44 в хирургическом отделении, это различные травмы, острые хирургические патологии, гнойники, ожоги, и 25 больных детишек в педиатрическом отделении, это заболевания бронхолегочной системы, инфекции мочевых путей и так далее. По словам главврача Республиканской детской больницы, за последние годы наблюдается тенденция увеличения амбулаторных больных, и течение заболеваний проходит сложнее. К примеру, детский коклюш. С начала года уже у 70 детей выявлен коклюш, и в основном все больные были не вакцинированы. Особенно опасны дети до года, которые начинают давать репризы, апноэ. Это страшная картина. И справиться с такими детишками, конечно, мы в республике самостоятельно не можем. Да, инфекционные больные, которые требуют реанимационного отделения, иногда и на ИВЛ могут такие дети, да, поступать, поэтому приходится их вывозить, таких детей. Ковид у нас тесты, слава богу, есть. Стационарных мы всех тестируем при поступлении больных. 5 человек только из протестированных ковид положительные. Основное это вот грипп. Сейчас идет прям вот большое количество. Из протестированных это вот 210 человек, там большая часть гриппа, 120 и 90 гриппа. Это вот то, что тест положительный. Грипп прямо, ну, за 200 выходит большое количество. И плюс семейные анамнезы, когда приходят, и они уже активно жалуются, что всей семьей начинается там боль в горле, высокая лихорадка несколько дней, тяжело сбивающаяся. Что касается взрослого населения, они также болеют гриппом и ОРВИ. Как сообщили в первой городской поликлинике, за минувшие праздничные дни количество обратившихся пациентов не возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выявленных ковид-пациентов тоже мало. С ОРЗ очень многие приходили, другие приходили просто, чтобы их или послушали, или просто посмотрели, потому что вы же знаете, что у нас такие дни были, что гастритов тоже очень много, правильно же? Есть такие случаи, но их не так много, но они с температурой идут, с высокой температурой идут. Очень какой-то непонятный такой, не совсем мокрый кашель начинается, причем такой типа лающего, что ли, бывает. Но здесь надо различать, у нас же сейчас еще и коклюш появился, и взрослые болеют коклюшем, так что вот так вот. Ну вот, если взять нашу поликлинику, ну за день 10 человек, в 9-10 человек с ОРЗ приходят. Но это не только ко мне, я имею в виду 10 человек, прям 10-12 вот ко всем терапевтам. Ну опять-таки по-разному, понимаете, у кого это легко, все зависит от иммунитета. Вот те, которые вакцинировались, они не приходят. Грипп – гость хоть и незваный, но привычный. Мы сталкиваемся с этим далеко не безобидным заболеванием почти ежегодно. По мнению специалистов, лучшей защитой от вирусов является противогриппозная вакцина, которую необходимо делать ежегодно и своевременно. Также врачи рекомендуют избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки с мылом. Специалисты призывают не поддаваться панике, не запускать болезнь и следовать назначениям врача. Алика Травшраму Камки, Абхазское телевидение.